Привет. Как дела? Как настроение? Привет. Всем привет. Чё, как у вас дела? Тяжело? Что случилось? Почему тяжело? Я, кстати, вот недавно поела пельмени. Относительно, но лучше, чем вчера. Хорошо. Сегодня, возможно, придет комнатосъемщик. Он хочет на 3 месяца снять комнату у нас. Вот, поэтому, если что, я могу уйти в какой-то момент, чтобы посмотреть на него, чё, кого. Если что, вас тоже предупреждаю, мало ли чё. Люди разные бывают. Всех предупредила. Это мало ли чё. Торт и чебурек. Мы сегодня этот купили пирожок. Пирожок с капустой. Там что-то капусты вообще маловато было. Ой. А какой ты торт любишь? Пломбирный? Первый раз такое слышу. Что за пломбирный? Мне нравится медовик. Метро, оно похоже чем-то на Atomic... Бля. На Atomic Heart. Бешеный монстр прибежал. По имени Малыш. Смесь грибов в пакете, там почти все лед. Бесплатно. Без смс и регистрации. Такое вот начало у нас игры Метро 2033. А сколько там вообще частей? 4? Малыш. Попе камыш. Три части. А я что-то тут скачала. Сейчас посмотрю. Как-то что-то непонятно. Короче, у меня тут 2033 и Last Light. А самая последняя, как называется? Exodus, да, называется? А, точно. Угу. Ну вот и Exodus, походу, я не скачивала, потому что у меня нет. Ладно, потом. Ладно, все, поехали.
Я надеюсь, этот чел не придет, потому что что-то у меня какие-то смутные сомнения. Так, все, поехали. Поехали. Ой, у меня тут картинка еще. Так вот, на превьюшку делала картинку. Ой, испугалась немножко. Я там уже смотрела. Ой, я чат не включила. Блин. Сейчас. Сейчас, минуточку. Так, так, так. Все, поехали. Там, короче, в начале какая-то заставка была, но я ее не стала смотреть. Ее, походу, больше не будет, да? Ну ладно. Я просто всегда проверяю игры теперь. Перед тем, как это садиться стримить. Потому что все время, когда устанавливала какие-то игры, они потом не работали. Что за угла? Так, ну тут я все вроде как это... Почему тут ножик светится? У меня метро до сих пор моментами вызывает сжимание жопы. Почему? Страшно очень. Ну как там на стриме нормально, нет? Что-то тормозит, да, как будто бы? На стриме. У меня нормально все. А почему так? Может быть, так сделать? А, почему так тормозит? Блин, битрейт опять, что ли, там? Просто достаточно пугливая, есть пара резких моментов. Сейчас, погодите-ка минуточку. Почему-то игра тормозит. Давно такого не было, кстати. Я не знаю, как это влияет вот это, но больше я тут ничего не трогала. Все понятно. Ну, это, походу, опять битрейт, наверное. Ну, у меня-то все нормально, просто почему-то на стриме подлагивает. Немножко этот FPS, как будто бы это, да? Или нормально? Ладно, давайте начнем, потом там посмотрим, как. Режим выживания, делающий патроны и фильтры редкостью, а перестрелки и скрытное прохождение более сложными, позволяет игрокам по-настоящему погрузиться в выживание в мире Метро 2033, заставляя уделять особое внимание сбору ресурсов. В режиме «Спартанец» сложность боев и скрытного приближения к стандартному режиму метро, луч надежды, а патроны, фильтры и другие ресурсы более доступны. Этот режим идеален для игроков, предпочитающих активное действие. Так. Что мне больше по душе? Нет, наверное, «Спартанец», скорее всего, потому что что-то выживание, это, мне кажется, слишком прям. Вступать в бой приходится с осторожностью, так как противники не прощают ошибок, а за запасом фильтров и количеством боеприпасов приходится пристально следить. Рекомендуется для самых опытных игроков. Ладно, все, дальше читать не буду. В обычном режиме рейнджера элемент интерфейса доступно ограниченно, а подсказки отключены для лучшего погружения в мир игры.
В режиме рейнджер хардкор интерфейс все подсказки полностью отключены для тестирования. Ладно, все, короче, понятно. Двигайте ползунок, пока крайнее слева изображение станет едва видно. Тушенка, тушенка. В тоннеле становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Держись! Опа! Фух, поймал. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артем. Тихо. Там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермоворота, я прикрою. Ой. Простите. Столько игр уже играю, которые надо Ржавая дрянь. Вечно левой кнопкой мышки пользоваться. Я уже так давно в шутеры не играла. Артем, пошибуши по ящикам. Вдруг найдешь что полезное. Ну, хоть разгадывать ничего не надо. Так, вроде нормально, да, все? Ничего не подлагивает у вас. Нажмите, чтобы поднять снаряжение. Это что? Готов, Артем? За мной. Блин, столько патронов потратила. Это что? Это что такое? Что-то резко так нас куда-то... это что такое? Так, сейчас погодите-ка. Ой, слишком. Вот так. Хотя... Ой, вы что, издеваетесь? Фильтры это в открытом воздухе нужны. Ну все, давай наверх. Если что, я очень люблю, когда мышка гиперчувствительна. Так, Фонарик. так. Похоже, никого нет дома. Не забудь надеть противогаз перед выходом на поверхность. Без него ты долго не протянешь. Да? Мы почти на месте. Это концертный зал. Отсюда до башни 2 шага. Заряжай оружие. Это что такое? А вот и стражи. Пожаловали. Что это? Чего вот это летает? О, это кто такой? Это что такое, блин? Воу, тихо, тихо. Ой. Во. Жесть, что вообще? Что за хрень? Давай-ка наляжем. Мутация какая-то, что ли? Тянем, потянем. Мы тянуть не можем. Готов? Yes. Тянем. Нажимайте U. Двинуть.
Вот она, наша цель. Что, Луна? Наконец-то. Мельник на связи. Ульман, как слышите? Прием. Слышу вас отлично, прием. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Прием. Так точно, они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Привет. Чё? Как дела? Ностальгия. Я впервые здесь и очканула. У Тайси чаще всегда где-то что-то может лежать. Да? Тогда пойду посмотрю. Следующий сеанс связи. Или я уже все опоздала. Как слышите? Что-то я ничего не вижу пока. Это что такое? Что за тварь? Блин, что-то слишком резко я сделала мышку. Да? Ну, что-то было все равно. Ладно, побежали. Здравствуйте. Блин, графика прикольная, мне нравится. Нормально. Что это за шум? Слышите? Какого черта? Что такое? Быстро! Это чё за жесть? Гранату кидайте. What the fuck? Спину берегите. Здесь, пожалуй, придется пожестче, чем в библиотеке. Черт! Огонь! Ау! Я! Скотина! Да блин, что такое? Так и надо? What the fuck? Метро — это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебя как родной. Надо привыкнуть. Тебе есть ради чего и ради потихонечку. кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришел он, Хантер, друг моего отчима. Он изменил все. И в особенности мою жизнь. Артём, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Привет. Игра прикольная, но не по мне. Да, прошла 2 части. Тут слишком часто нужно беречь жопу.
Короче, такой survival horror. Блин, опять я на ЛКМ нажимаю. У меня привычка уже от других вот этих игр привыкла, где надо вот на ЛКМ нажимать. Отвыкла от шутеров. Что-то тыкать, тыкать, тыкать. Я хочу верить. Троллей под напряжением. Ковер. Это кто это? Разработчики, что ли? Пойдем, Артем, пойдем. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. Такое. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Черные нас всех перебьют до единого и Давай сожрут. послушаем Хантер. Сереженька, Сереженьку моего никто не видел. Сережа! Привет. Ой, Сережа. Прошлой ночью они снова напали на наш дозор. Госпиталь переполнен. У каждого свои истории. Леша, боже ты мой, что же делать теперь? Пойдем, Артем, пойдем. Не хотела тебя отпускать на это дежурство. Что с Алексеем, не знаете? Посторонним нельзя. Петр, Леху кто-нибудь видел? Леху Рыжего. А, извините, не узнал. Дежурил. В самом пекле оказался. Хоть бы и лечили. Проходите, товарищ Сухой. Здорово, Артем. как раненые? Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Но они словно разрывают... Я заранее осуждаю. душу рвут. Люди сходят с ума и умирают рано или поздно. Записка на столе? Где? А, точно. Я даже не вижу. Заметка первая. Каждый день в северные туннели уходят наши бойцы, и каждый день оттуда несут убитых. Убитых жестоко, необъяснимо жестоко. Еще больше возвращаются оттуда обезумевшими, но только так, посылая своих друзей, соседей, родных на смерть в туннеле, мы можем держать черных на расстоянии. Когда у нас не будет хватать сил, чтобы отбивать их, будет атаки на дальних подступах, они явятся на станцию, и тогда нам конец. На станции шепчутся украдкой. Надежды на спасение нет, мы просто тянем время. Но Сухой мой отчим, начальник станции, надеется на чудо. Он говорит, что нас может выручить его давний друг Хантер. Хантер – член Ордена Спарты, боевого братства, которое поклялось защищать метро от любых опасностей. Нет ничего, что могло бы испугать этих людей, по крайней мере, до черных не было. Нет, проваливайте, не трожьте меня. Блин, как прикольно. Да. Вот же делали раньше игры. Все так детализировано до мелочей. Атмосфера, музыка. Эх. Какого черта? Кто это может быть? Какие-то Это там. Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай, открывай чертовы ворота. Ничего себе, ворота. Здравствуйте. Для него обязательно так широко открывать? Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Хантер, охотник. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артем. Здорово. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну как? Да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих ваших мутантах. Артем, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи.
Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что за дьявол? Что-то страшное. Черные, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Черные убивают. Я говорю, вот что-то, да, проседает. Нет, это в ОБС, походу, там эта херня какая-то. Но я битрейт увеличила. Немножко, да, что-то моментами это. Но у меня-то нормально все это, у вас что-то почему-то проседает, я не знаю. Черт подери, только этого не хватало. Черт, тут же за стенкой наша больница. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Саныч, мы остаемся в этом зале. Согласен. Артем, Мерцание было? Что за мерцание? А, я Бери думала, оружие. что за мерцание. здесь. Где? А что такая куколка-то? Черт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. И что надо делать? Ждать? О, нет. Почему? Что это у тебя за этот? Вот. What the fuck? Он справится? Вроде справился. Ой, блин! Иди в жопу! Лаганула. Ой, блин, жесть какая-то. Где? О, жесть! Иди в жопу! Пошел в жопу! Жесть, что так много-то? Артем, с тобой все нормально. Ну, вроде бы. Конечно, этот-то не пропадет. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх — их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Жесть. Черные не просто мутанты. Это Homo novus. А почему их так следующая называют? ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомоновусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут Свет так ерунду. классно переливается. Даже душу выпадашь. Внешний блокпост уничтожен! О, нет! Мне даже больше, чем атомное сердце нравится. Жопа, я не вижу ничего. Можете отойти. Одному дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артем. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артем. Не подведи. Что он дал мне? Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Спарта.
Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родина. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматьё оружейное и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Я Вот опять, стоц перевертаться, бабушка здорова. я опять вот тут. стоц перевертаться, кушает компот. Вот стоц перевертаться и мечтать снова. О, книжка. Перевертаться, пережить налет. Книжку бы почитать бы. О, ну что ты делаешь, малыш? Это Косик перед камерой ходит, да. Косик. Смотрели, да, видео? Что, давайте почитаем. Оборона нашей станции от черных противников жутких, непонятных, непобедимых отнимает все наши силы. Мы забыли о старых врагах-упырях, носачах. И если бы не Хантер, эти твари бы забрались в наш госпиталь. Страшно даже думать, что случилось бы тогда. Опоздай, Хантер, хоть на час. Да, жесть. Хорошие действия — это типа разговаривать, бабки нищим давать и по возможности стелсом проходить, не убивая и оглушая. Это типа во второй части, да? А в первой части неважно. Угу. Ладно. Чё? Опять какое-то мерцание было, да? Книжка. А чё это за мерцание? Прекрасная музыка. Где ты вообще эту запись нашел? Хорошее действие? Заплатить хреновую тучу патронов за эту штуку. Точно не жалеешь, Что за что шкура купил там её? какая-то висит? Как же меня достало Здорово. все это, чего я терплю? Здорово. Говорила мне мама держаться от тебя подальше. Говорила, что ты дебил, неудачник. Мама, ты была права. Твоя мамочка тебя не слышит там в аду, так что заткнись. Ну ладно. А теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Ну, например, давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить с папой и мамой. А домик большой? А когда вернется мама, мы ей покажем твой рисунок, и она обрадуется. Скажет, что ты молодчина. Хорошо, я нарисую. Пап, а когда мама уже вернется? Опа. Опять. Скоро вернется. Обязательно вернется. Видела бы она, как ты вырос. Черт, приснится же такое. Опять снилось, что я на поверхность попала. Слушай, хорош уже рассказывать мне эти кошмары. У меня своих хватает. В ближайшие 50 лет нам не грозит подняться наверх. Так что спи спокойно, дорогой товарищ. Ну вот, этот мужчина, такой импозантный, оборачивается ко мне и говорит: девушка, если бы моя жена готовила так, как вы, я был бы самым счастливым человеком на земле. Ну а я ему: что же ваша жена так не готовит? А он мне: ну вообще-то я как бы не женат. Ой, прелесть какая. Ну так давай, подруга, вперед и с песней. Чтобы открыть или спрятать планшет, удерживайте. Что это такое? Зачем? Никого нет дома. Всюду грязь какая-то. Невозможно просто. И люди грязные, вруны, лицемеры, предатели сплошные. Артем, ты что ли? Парень, везде грязь. Все в порядке? Да я от тебя. Что делаете? Петя, Петя, это ты? Ну
что, сам не сможешь открыть, что ли? Я не Петя, я Артем. Ключи, что ли, потерял? А как вот это спрятать, то, что я достала? Добраться до полиса, отыскать сталкера по прозвищу Мельник, объяснить ситуацию на ВДНХ, караван, получить снаряжение вооружения, присоединиться к каравану. Понятно. А этот... Кто тут такой чистюля? Под ноги смотришь, следи. Это еще кто? Кто будет? Вот я в тебя Харри в грязь макну. Это ты, Артем? Ой, слушай, дай поспать, а? А то мне скоро на дежурство. Как-то странно полы моет. Без ничего. Или что, это щетка? Проваливай, Артем. ВДНХ. Петя, ну я же просил тебя никуда не отходить. Знаешь, как я за тебя волнуюсь? Никогда больше не делай так. Хорошо, пап. Извини, я больше так не буду. Что Калашников очень гордился своим изобретением. Гордится тем, что создал самый популярный в мире автомат. Говорил счастлив, что границы Родины спокойны. Мне этот мужик кажется знакомым. А я бы, если такую штуковину изобрел, точно бы свихнулся и повесился. Представь, за что это? твое изобретение главное орудие убийства на планете. Ну что ты сидишь? Кто это там? Я сам радистом раньше. И после войны, еще когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Мне вооружению Тогда надо. еще надеялись связаться с правительственным бункером из Ура. Потом, что ли, туда попаду? По этим бункерам-то в первую очередь противник и целился. Они ведь как сначала? По гражданским целям старались не стрелять. Привет. Все в норме. Артем, прошу тебя. У меня сын болеет, Антошка. Спасибо, Артем. Есть еще добрые люди. Сидел я в радиорубке. Что я сделала? Где его мог видеть? Вот, посмотри. Здравствуйте. Ломом не Без хорошего Ничего себе, дети толкаются жестко. Вот оружие. Еще сегодня утром они слышали. Опять нажрался. Давай, вставай, скотина пьяная. Ну давай, Сашка, выбирай свой папа. Весь обмен производится с помощью нестрелянных патронов калибра 5,45. А у меня типа их 36, да, штук? Что это такое? Можно синячить. Клянусь, если ты не встанешь, я вернусь со сковородкой, и тебе хана. Ой, что сделал? Пить? Я что-то купила. Господи, с алкашом ведь живу. Да отстань, я сам пойду. Потому что я Как валюта. Чё? Ну, удачи тебе. Ты мне? Да, я жмал. Че, Артем? Ты че, блин, в туннель с пустыми руками собрался? Дуй в оружие, ну и прибарахлись как следует. Вот оружейное. Привет, Артем. Здорово. Так что у нас с этим новичком? Похоже, совсем зеленый еще, да? То я? А ты типа родился с калашом в руках. Солдатами становятся. Эй, Артем, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Давай. Автомат калибра 5,45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Вот и вся наука. Зажмите, чтобы поднять оружие. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Хорошо. Или на поверхности, если тебя туда, не дай бог, занесет. Хорошо. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь все, хоккей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу в мой тир. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться. Окей? Хоккей.
О, можно пострелять. А, мои патроны. Ой. А что сразу не сказали? Привет, привет. Нет? Мои, так мои или нет? Мои, что ли? А, фу, блин, напугал меня. Просто я думала, я все свои патроны потратила. Обычно, типа, в тире там это... Ну, бесконечное бывает, чтобы потренироваться. Дня, когда снова сможем жить наверху. Я вот никогда Москвы не видел. Только старые фотографии. Нет больше никакой Москвы. И нас тоже скоро не будет. Земля достанется мутантам. И мы сами виноваты в этом. Но ведь было метро и в других городах. В Питере, в Минске, в Киеве. Вдруг там кто-то выжил. Может, вначале там кто и спасся. Но сам подумай, ведь сколько лет прошло? Сколько лет? А связь ни с кем так и не установлена. Эфир молчит. У других городов ведь не было такой противоракетной системы, как у Москвы-то. А Петербург... Какой чудный город был. Соборы его невероятны. Адмиралтейство, золотое игло. Я вот отлично помню летние вечера на Невском. Все битком. Девушки точеные фланируют красотки. Они бесконечные, когда ты в тире. Ну, слава богу, это я испугалась. Отсюда музыка несется. А воздух, какой воздух! Не надышаться. Якутск выжил. Какой прекрасный мир. Есть. Мы его уничтожили. Ай, мне так это тяжело на детей смотреть в такое время. О, привет! Ну чё, как? Ну, нормально. Чё это? А, Ладно, сынок, ты готов? Слава. Слышал уже, наверное, что мы собираемся с Рижской заключить договор о я не союзе. слышу тебя. Ну и в качестве жеста доброй воли этим караванам отправляем им пока что гуманитарную помощь. Они там бедно живут. Вы должны приглядывать за грузом. Ехать тут недалеко, и туннели вроде спокойные. Артём, послушай. Ой, прости. Я вижу, ты все на Хантера засматриваешься. Тоже хотел бы сталкером стать, наверное. А, кстати, Но я у вот насчет этого сталкеров хотела у них спросить. Сталкер это тоже, ну, как сказать, пересекается как-то со вселенной метро? Это вообще... Я вообще раньше думала в детстве, что это все одно и то же. Что вот сталкеры, вот этот Другая метро. жизнь. Они от природы суровые, жестокие даже. Ты не такой. Так что не играй там особо в героя, ладно? Проводишь караван до Рижской и возвращайся домой поскорее. Береги себя. Опять мерцание. Почитаем. 1000% тебе эта игра зайдет в душу после первого прохождения. Хорошо, я буду надеяться. Я очень хочу на это надеяться, что мне эта игра прям западет очень сильно в душу. Но Хантер оказался на ВДНХ точно вовремя. Мне хочется думать, что это не просто так, что так хотела судьба. И то, что он выбрал меня, чтобы отправиться с сообщением о черных в сам Полис, тоже судьба. Я всю свою жизнь, кажется, мечтал побывать в Полисе, в великом легендарном центре... Ой, великом. Блин, как вчера я в этот...
когда видео записывала, там это, когда бабушку я озвучивала, я прочитала не трусы, а трусы, блин. Шепчущиеся трусы. Что у меня с этими, с ударениями какая-то беда. Нет, это не одно и то же, но игры по сеттингу похожи. Можешь и в Сталкер поиграть. Сталкер — это в Чернобыле, с метро никак не связано. Только вот метро создавали чело, которые Сталкач делали. Прикольно. Поэтому вот похоже какая-то это... Потому что в детстве мне казалось, что вот то, что метро и Сталкер — это все одно и то же. Почему-то. Так, в Полисе Великом, легендарном центре метро, центре цивилизации, а шанс сделать это мне выпал только сейчас. Сейчас, когда моя станция так нуждается в каждом бойце, имею ли я право бросить отчима, бросить друзей в смертельной опасности? Где мое место? Мое место плечом к плечу с ними на баррикадах или на далеких станциях. Куда меня посылает Хантер, не знаю. Но... я отправляюсь в путь. Хочу думать, что меня зовет судьба. Ладненько. А мне нравится вот эта графика. И вот эти детали в игре. Очень много деталей таких. Все-таки старые игры я люблю больше, чем сейчас современные, которые выпускают. Поросенка не хочешь приручить? Ну или там усыновить. Недорого. Работай сам без перекуров, умник. Оригинальная 2033 похожа на Сталкач. Это же Редус-версия. Редукс. Под движком второй части метро. Ну да, в принципе. Я помню в детстве на компьютере игра была вот Сталкер. Ой, я вижу патрон. И там какие-то невидимые монстры появились. А у меня еще в руках эти были гвозди или что это там, короче, от радиации, походу. Я когда этого монстра невидимого... ну, он, короче, что-то там сделал, напугал меня, в общем. И я очень сильно испугалась и вышла потом из игры. И больше не заходила никогда. Я не помню, сколько мне лет было. Но я была очень мелкой. Да, вот походу кровосос, да. Да подожди. Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Пока не готов, подожди. Оружейнику давай. Так, я хочу тут посмотреть еще. Может, что-нибудь есть, патроны там. Хотя вроде я все посмотрела. Эх, бедные свинюшки. Ладно, пойдемте, короче, все. Чё, блин? Бока мять. Поехали. Готов? Тогда двинули. Всегда готов. По местам. Ты, Артем, садись сюда. Никто ничего не забыл? Ой, блин, это ветка московская. Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос. На Зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться?
Круто, да, Артем? Наконец-то свобода. У меня Хотя бы шея на время поворачивается поездки. на 360 градусов. Думаю, будет здорово. И опасно. Так я покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку, туда-сюда, покупаю товар. Метро, наверное, повидала. Давай, давай, Ну двигай. да. Ближайший базар на следующей станции за Рижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил, но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А чё ты? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? У Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот тоннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А чё в нем такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им, и не понравилось мне. Совсем. Поосторожней там. Ничего, мы на дрезине, вооружены. Все будет хорошо. Ой. Проклятие, голова просто раскалывается. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему! Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артем, прикрывай тыл! Есть. Домчим нас до Рижской в 3 секунды. Чуя! Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно и жалко их очень. Кого? С кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Чё? Кто? Ты про кого говоришь? Какие они? Что? Да что тут творится такое, а, Борис? Что? Борис! Что? Что это со мной? Что? Что со мной? О, штырило. Артем! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой. Здравствуйте. Мне теперь интересно, откуда вот эти монстры появились. Что вообще произошло? Может, они не хотели зла делать людям? Что, все сдохли, что ли? А, фу. Что происходит, да? Они живы? Черт! Вставайте! Просыпайтесь ради бога! Борис! Пошли, Борис! Ай,
бесполезно. А, боже, Где? 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 У-у-у! У-у-у! Жесть. Ой, блядь. Ой, я не хотел. Ой, у меня патроны кончились. А, что, как? У меня патроны кончились. В смысле, блин? Фонарь вруби. А чё в смысле? У меня нет патронов больше. Что происходит? А как вручную драться? Черт! Вставайте! Просыпайтесь ради бога! Борис! Очнись, Борис! Ладно, я вдаль не буду стрелять, только здесь. Стреляй! Стреляй по ним! Я на рычагах! Очнитесь! Или вы все сдохнете! Что я делаю? Что происходит? У! Ау. Шо в жопу? Ага. Почему-то он ПКМом стреляет тоже. Мы почти Ау. Такое произошло. Что такое произошло? Перед ним этот монстр. Я сдохла? А, нет. Я просто оторвалась. Чё, куда? А, никуда. Чё за яйцо какое-то лежит? И чё, куда? Чё за грибы? Грибочек. Он жив! Быстрее сюда! Только не огнемет, прошу! Дайте ему шанс! Жги, пожигай! Сейчас мы ему устроим. Горячая ночка, а? Пропустить по стаканчику не помешает, я думаю. Угу. А, все? На моем пути Рижская была только первой остановкой. Я думала, Но сейчас дальше меня я оставят должен был одну. идти один. Буду Перед я тем, как одна расстаться, тусоваться мы потом. выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее, но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Попутчика. Ой, я думала, все сдохли. А чё? Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни Ровнее аномалии спину. нипочем. За Артема! За кого нам пить-то? Чувак. За тебя только. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. За тебя, Артем. Давай, Тёмка, за тебя. За меня. А этот сдох, да, походу? Ты чё, получается. правда непробиваемый для аномалий? Привет, привет. Посмотрим, не пробиваем Дела ли он нормально, для в водяр. принципе. О, точно. Надо проверить. О, За удачу. какая женщина прошла только что. По сути, эта игра даже имеет общее с ходячими мертвецами.
Тема постапокалипсиса как-никак. Ну да, кстати, что-то такое есть, атмосферное такое. Вот я тоже думала. Что-то так прям похоже. Поэтому, мне кажется, она, да, понравится, наверное, мне эта игра. А там нету этих всяких слез, там страданий. Интересно. Хотя, может, даже если и есть, ну, посмотрим. И за Артем. За тебя, Артем. Там на ПКМ тратилось 2 патрона сразу, а на ЛКМ 1. Спиртяшка, что надо. Ух! Так что там с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базарный не попасть. Такая скука торчать. Игра очень антивоенная. Короче, мы вроде как прошли сквозь невидимую волну. Вы, И грубые отрубились солдаты, как в самый момент, когда на нас бросилась целая орда носачей. Это Артем нас спас. Все выдержал. Остался на девушка. Видно, этот тоннель на него не подействовал. Так, что это было? Какие-то странные тени, чьи-то голоса, шепот, плач, неслышный, но до сих пор продолжающий звучать в моей голове. И есть в метро туннели, про которые ходят жуткие легенды, но я ничего подобного я прежде не слышал и, надеюсь, больше не услышу никогда. Нам несказанно повезло, что мы выбрались оттуда живыми. Так что он отстреливался. Получается, тот мужик, который с нами как бы поехал попутно, он сдох, да? Этот смешно так проснулся, мужик с усами, который... Перед ним монстр стоит, он такой, что происходит? Всегда рады видеть тебя здесь. Рига. О, здорово. Ты Артем? Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Спасибо. Пошли со мной. Такой маленький. Чё? То он меня так ждет. Смешно так останавливается. Ничего себе, что далеко как-то. Мне еще потом все это осматривать надо. Здесь? Вон он сидит. Да. Ну ладно, мне пора. Пока. Подойди-ка. Ты Артем, да? Садись. Yes, of course. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта гребаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход, местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс, на дорожку отовариться. Ну чё, готов? Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Так, ну подожди, я еще пока осмотрюсь. Я хочу послушать, кто что говорит. Есть в метро поговорка: нет хуже товарища, чем случайный попутчик. Да больше
Да, больше положиться не на кого. Странный тип этот Бурбон. На что я ему сдался? Видно же с первого раза. Он эти туннели знает на зубок, вслепую пройдет. Сказали ему, что на меня муть не действует. Он и поверил. Я сам не верю до сих пор. А он верит? Ладно, черт с ним. Доведет меня до проспекта Мира, не попытавшись прикончить потихоньку в темном уголке. И на том спасибо. Хочу осмотреться. Эй, ты где там? Подожди. Ладно. У меня нет тела. Эй, ты где там? Че, он так и будет, да, орать стоять? Эй, ты где там? Ну пусть пока поорет, я похожу. Да где ты возишься там? Побыстрее давай. Че это? Угу. Слушай, почесали уже, да? Ну, подожди. Ладно, почесали. А, ну ты чеши туда, я сейчас приду. Ветер северный. Ща. Я хочу посмотреть. Подождите. Ферма. О. Может, что есть? Самое страшное со мной на Севастопольской случилось. Я даже и до станции-то на самом деле не дошел. Как испугался, что бежал оттуда со всех сил до самого конца. Тьфу, кольца! Чего испугался-то? Не могу точно объяснить. И другие люди, которые со мной тогда были, тоже не смогли бы. Они-то в Бога не верили, вот он их там и оставил. Не помог им выбраться. Они запнулись, аж шпалы упали, а я сам был слишком напуган. Не вернулся я за ними, бросил. Потом все стихло, я остановился, и тут у меня из темноты вылетело что-то и по лицу меня. Гляжу, а это Эдика хромого, рука оторвана. Эй, ты кто? Точно его. Последнее мне от него. Пощечина. Костя, пойдем. Может, ты отойдешь? Привет, медведь. Ага. Тут не район, а бомжатник. Гляди в оба, а то обчистят. Может, ты отойдешь? Я из-за тебя пройти не могу. Прижал. Да блин, чел. О, патроны. Блин. А, все, слава богу. Я думала, я тут застряла. Так, а там что? Тут мы были? А, отсюда я спустилась, там был ребенок. Так, ага, все. Сейчас. Оружейная. Налетай, разбирай. Его аж от здесь слышно, этого мужика. Чё? А, ему типа... Скидки, лучшие пушки от лучших мастеров. Любые пули, любые патроны по курсу ЦБ. А чё у меня? Так, наверное, да? Я уже думала, там навечно застрянешь. Я тоже думала. Хорошая сделка. Куда я жмал? Так, ладно. Так, чё? А, шо есть? Шо нет? Во, крыска.
Так, книжка лежит. Эти мне не дойдут. Эй, чё оружие это взял? Заладила. Так много людей. Капец просто. О! Рижская. У нас на ВДНХ ее жители всегда считали неудачниками, что ли. То у них свиньи какую-то хворь подхватит, то протечки обнаружатся, то челноки их на проспекте Мира загуляет и все в выручку пропьют. Хорошие люди рижане, не злые, гостеприимные, но не путевые. Всегда мы их жалели, всегда над ними посмеивались. Мы-то знаем, как надо. У нас-то на ВДНХ все правильно налажено. И вот я впервые завидую Рижской. У них тут мир и покой, обычная жизнь. Они еще не слышали о черных, а те, кто слышал, не поверил. Но если я ничего не смогу сделать, черные не сметут эту станцию в одно мгновение. Кончится это все и улыбчивые, неуклюжие люди. Мирная, нескладная жизнь. Будет кровь, будет пустота. Надо спешить. Ух, как много людей. Так, ладно, все, побежали. А то там... Ой. Крутяк! Вы правда прямо на дрезине сюда приехали? Ну да. Вау! Я бы тоже хотел на ней покататься. Отдайте один патрончик, а? Эй, малыш, иди глянь, что у своих родителей. Похоже, мне пора. Запахло поркой. Запахло поркой. Так, все, ладно, пойду. А, я тут не была, вроде бы, да? Может, тут что-нибудь есть? Ладно. Так, где этот мужик? Ой, я сейчас опять тут застряну, нет. А, вроде бы здесь, да, было? Бегу. Все, прибежал. Ты где? Сам-то. Слушай, почесали уже, да? Ага. О! Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону – подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Отлично, вырвались. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков полегла. Но если будем друг друга прикрывать, все путем. Что началось-то? Что за... это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. Что за кикимора? Кикимора, блин. Странный звук. От земли, что ли, идет? Или это ветер? Слышишь, слыхал истории про поющие трубы? Говорят, если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов. Херня, правда? Ша, ты здесь потише. Во втором туннеле блокпост, и нам незачем на него. Ой! Ой!
Может, там что-то было, наверное, ну ладно. Не хочу возвращаться, патроны тратить на них. Вот дерьмо. А тут рукопашки нет, да? Челноки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Ха. Так, теперь будь нас... А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая, как сатиновые трусы. Ну, работает. Смотри, не задень банки. А чё? Ой. Смотри, не задень банки. И задела. Под ноги смотри. Тебя любой шоу выдаст. Блин. Опачки! А это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Знаешь, что делать? Это что? Поменять, что ли? О! Это кто? Кто это? Ой, блин. Кто там, я не понимаю. Ой, мертвый уже. О. Что, еще гранату кидает, что ли? Чё? Растяжка была, ты наступила? А, да? Ой, не то, не то. Чё, есть чё? Больше ничего нету. Ой. Еще огонь. Это что? Что это было сейчас? Фонари можешь стрелять, они тебя раскрывают. А чё, мы, получается, могли бы по стелсу пройти, да? Или чё? Я, короче, что-то сделала, да, походу? Если у тебя на наручных часах светится голубыл, значит, тебя видно. Если не горит, то ты в стелсе. Блин. Вот я лох.
Я вообще не поняла, что тут будет какая-то хрень. Я думала, тут только монстры. Что это? Так, ладно. Ну, вроде все пособирала, не знаю. Ой! Ой, блядь! Ёкарный бабай. А как тут хилиться? Ой. Пришел такой, убил. На таб вроде можно посмотреть снаряжение, там и патроны и так далее. Ну-ка. А, я сейчас не могу, походу. Нет, на таб не нажимается почему-то. Тут же еще, да, кто-то сдох, нет? А, у него нету ничего, оказывается. Мост чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Я на Q нажимаю, и все, больше ничего не происходит. Ах. Бурбон явно не так прост, как пытается казаться. Да, он грубоватый, чувство юмора у него, прямо скажем, незатейливое. Но потому, как он рассказывает о своих похождениях, а еще больше потому, о чем он предпочитает умолчать, понятно, что он обладает неожиданно острым для простого контрабандиста умом. А осведомленность Бурбона о положении не только на ближайших станциях, но и, например, на кольце в целом просто поражает. Все ходы, переходы, даже заброшенные, он знает как свои 5 пальцев. В бою держится уверенно, значит, явно побывал не в одной переделке. В общем, не похож он на простого челнока. Ой, не похож. Спасибо. Что я делаю, блин? Мост чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся там. Мне еще жить охота. А, не зря сдохла. Что-то лежало. Противогаз, живо! Ну, давайте, вылезайте, смощники грёбаные, папа пришел! Что там было написано?
Хорошо автоматом перезаряжается. Чё? Против монстров лучше дробовик. Они близкие, и он мощнее, а ублюдок на людей. Ой, блин. Ищут братву. Вот это типа дробовик. Хорошо. Теперь пустяк, можно идти. Блин, а я... Там лестница была, оказывается. Воу! Братва, я пустой. Почему ты пустой? Это что там садилось сейчас только что? Чтобы зарядить фонарь, нужно вроде зажать F. Ну и качели, мать его, в бога душу. Ага. О! Да. Это что? А, аптечка? А как ее использовать? Как использовать аптечку? Или ее не надо использовать? А, все понятно. Тогда она, значит, не нужна, да? Пока full хп, игра сама подскажет. А, я почему-то думала, что у меня не full. Фуль. Значит, у меня фуль. Обрушение тоннеля, мать его. И такая лестничка красивая рядом. Засада зугав. Ну и хрен бы с ним. За мной! Блять. Может, ты сам подерешься, а я тут посижу.
Ай! Ау, 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 ау. Чел! 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 Я не попадаю. Спасибо. Братва, я пустой! Я тоже. Экран краснеть будет, когда не фуль. Хорошо. Блин, управление тут, конечно, это привыкать надо. Так отвыкла. А то придумают игры на одно нажатие. Ничего. Ничего нет. Здравствуйте. У вас фуль? У меня тоже фуль. А, черт, как будто нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артем, слышишь, ты пошарь там по жмурам, может найдешь чего, и двинем. А ты что маску снял? Флешбэк. Не могу пройти. Артем, у меня что-то сердце ноет. Стрёмное это место. Помнишь наш уговор? Ну давай. Хорошая решеточка. Ай, ты, милая моя красивая. Я вернусь и покрашу тебя красочкой. И смажу мою девочку. Врата открываются. Я слышу. Маску надень, идиот. Что это за хрень со мной была? Артем, ты слышал это? Фух. Ну и песни. Слаще Владимирского Централа. Но страшно. Что-то не нравится мне там звуки сзади. Пойдем-ка бы быстрее, а. Что, здесь можно пройти еще? Что-то там красненькое у него. Туда можно пройти? Что за ключ? О, fuck my shit. Shit. Паркур. Паркур, паркур. Фонарик забываю включать. Фуль. Фуль. Фуль, фуль. Фуль, 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 фуль. Фуль, фуль, фуль. Фуль, фуль, фуль. Почему такие у ботинков Ну такой вот и странный звук? проспект Мира.
Ты, главное, рта не раскрывай, папочка все сделает. Хорошо. Кто это? Кошка? Люди, братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. Вы что, оглохли? Нас тут сожрут сейчас! Ублюдки! Кого вы за собой притащили? Упырей! Семен, заводи дрезину. Спасем этих полутрупов. Артем, держись! Нам сегодня гада прет! Хорошо. Пусто! Пацаны, прикройте! Слушайся его. Эти ребята вообще юмора не понимают. Какая встреча! Может быть, О! это Мандрине? Нет же, это Бурбон, собственной персоной. О, пропали. Я не надеялся, что свидимся. Семен, смотри-ка, кто к нам пришел. Вот хрень. Мы вляпались, пацанчик. Михалыч, какая встреча! А я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам Бурбон в гости пожалуй. Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню. Уверен? Ганза. Помнить, если что. Уверен. В Якутске магазин такой есть. Бытовой этой всякой. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Убрать оружие! Кто такие? Выйти на свет! Медленно! Будь я проклят! Это ж Бурбон! Ребята, а ну-ка обыщите их. Как снять? Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что... Блин, а как снять противогаз? Зачем я на его надела? Сменить фильтр, фонарь. А зачем я его надела? Слышишь, начальник? Зажать. Зажимаешь. Конечно, пойдем поболтаем. Все, понял. А вы присматривайте за этим. Не двигайся! Стоять! Я... Тихо. Да, без Бурбона мне бы сюда ни за что не добраться. Он везде как дома и с местными знаком. Правда, как я и подозревал, у них Бурбону какие-то старые счеты, но он, похоже, сумел с ними договориться. Впрочем, неудивительно, ведь проспект Мира принадлежит Ганзе, торговому союзу с станцией кольцевой линии, самому богатому из государств метро.
Ганзейцы, обеспечивающие свое богатство торговлей со всеми остальными государствами и вольными станциями, больше всего ценят прибыль. Бурбон, думаю, подводил их в прошлом, но теперь пообещал расплатиться с процентами. Только вот про них, как говорят, лучше быть в долгу у черта, чем у Ганзы. Не знаю, как Бурбон от них откупится. С тобой разговариваю. Чё? Я же просто стою. Что тебе еще надо? Все нормально. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? У меня нога затекла. Следи за языком. Ой, нога затекла. Уснула. Бля, мы вляпались по самые помидоры. На этих перцах... Как вы так патроны тут оставляете? Валюта, блин. Ну а ты видел, что это было? Нет? Может, это вражеский шпион? Теперь все состав сожжен. Я там давно уже не был. Не знаю, как теперь. Но раньше там на сиденьях обугленные человеческие тела. А ты не слышал? Странная история с ними вышла. Странная и страшная. Сначала у них разведчики стали пропадать. Уходили в тоннели и не возвращались. У них, правда, салаги разведчики, не то что наши. Но у них ведь и станция поменьше, и народу там не столько живет. Жило. Так вот, стали, значит, у них пропадать разведчики. Один отряд ушел, и нет его. Сначала они думали, что он задерживается, а у них там еще тоннель петляет, ну, совсем как у нас. И ни дозором, ни тем более со станции ничего не видно. Сколько ни свети. Таких нет и нет. Полчаса их нет, час их нет, 2 их нет. Казалось бы, но уж где там пропасть? Всего ведь на километр уходили. Им ведь и запретили дальше идти. Они и сами не дураки. В общем, так и не дождались. Послали усиленные дозоры. Привет! Кричали. Ну что тут? Ну, на Ганзу нам пути нет. Но зато... Слышишь, держи патроны. Пойди купи пару фильтров к противогазу. Есть одна мыслишка. Твоя нога сломалась? Пока мы там бежали, бегали. Я сам тебя позже отыщу. Ну, давай. Минут 5 у тебя в общем есть. Таким проще было думать спокойно. А через неделю еще одна разведгруппа пропала. И вообще не должны были за 700 метров заходить. Так, вроде все, да? Ничего такого больше нету. Если меня сейчас кто-то слышит, ответьте. Это Москва. Говорит Москва. Станция метро, проспект. Говорит Москва. А тебе-то что? Потому что у меня сегодня с ней свиданка после Вау. 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 А почему я не могу пройти? Ах ты ублюдок! Что здесь такое происходит? Что-то крысятина. Короче, собрались в какую-то глухомань, где уже и бомбить-то нечего. Тут у них горючее и закончилось. Вон радиационный там, конечно, был, будь здоров. Но все же не Короче, они День машиниста мы уже отмечали 2 раза на этой неделе. Мой сын сегодня произнес первое слово. Командир сейчас занят. Подойди. Мама или папа? Ни то, ни другое. Он сказал огонь. Вырастет будет солдат. Карусель, карусель, это радость для всех. Прокатись на нашей карусели. Опа. Где? Себя вижу, Где? как я командую своим отрядом. Они не слушают меня, у всех стволы опущены, все словно пьяные. Отойдите от ворот. Выход закрыт. В сторону. Я кричу: стреляйте, сукины дети! Огонь! Огонь! А меня никто не слышит. Просыпаюсь. Давай мне все же в грязи со свиньями валяться. Прикупи себе красивую одежду, почувствуй себя гламурным. Расскажи бесплатно, а? Пожалуйста. Я в животе, ничего не услышишь. Ну просто скажи, о чем
это. А чё она не это? Там мне Плохо вообще как-то. ничего не надо. Это о 3 охотниках, которые отправились на станцию. А-а-а. Ну или после того, как она сгинула. Ну, и что случилось? Они обнаружили, что на станцию... Налетай, разбирай. Чё? Канистры продаю. Есть железные, есть пластиковые. Кому что больше нравится. Воды влезет, упиться можно. Очень полезно при походах на дальние Нет, не по станции. карману. Зачем это? Я и так уже все знаю. Мой двоюродный брат рассказывал, что если дети убегают от родителей, их находят мутанты. И эти мутанты едят у детей мозги. И дети тоже становятся мутантами. Ну, типа ты видишь своего друга, идешь к нему здороваться, а он раз, и жрет твой мозг. Круто, да? Вау, клевско! Ничего интересного тут вроде. И, в общем, от Сухаревской к ближайшей обитаемой станции туннель очень долгий, потому что Тургеневская станция проклятая и заброшенная черт знает сколько лет назад. И чтобы от Сухаревской до Китай-города добраться, надо обязательно большой караван выбирать. Меняем Когда пульки. много народу идет, говорят, ничего особенного. Туннель как туннель, сухой такой, тихий. Налетай, Никакого разбирай. туннеля тебе ни шаг. Деться из него даже некуда. А через день бывает, кто-нибудь наслушается про то, какой это замечательный туннель, пойдет в него один, и все. Поминай, как звали. Бесследно. Испытание. 10 стоит. Пулек. А это что такое зеленое? О, а, кстати, что-нибудь такое по типу гранаты бы купить. А, это зажигательная граната. Кустарная ручная граната. Лучшее лекарство от головной боли. Видел бы ты его в А, у действии. меня такой есть, что ли? Аж разносит. 3 штуки. Считай до 5, и все. Видел бы ты его в действии. Щи разносит. Рад, что мы договорились. Это что? Тюнинг? Ух ты ж. Обмен, продажа. Ну и ладно. Сталкеры говорят, ни в коем случае нельзя смотреть на кремлевские звезды, когда поднимаешься наверх. Они Ничего себе, он прям не глядя точно. Фильтры, фильтры, фильтры. У сталкеров только и разговор, что о фильтрах, что вот, мол, сейчас уже не то, что новых не найдешь, а и нормально восстановленных, и что уголь, сволочи, набивщики экономят, так что не успеваешь фильтры на противогаз накрутить. Как уже за новым надо в сумку лезть. Но все равно, чтобы сталкеры о фильтрах не говорили, дорожат ими больше, чем патронами. Это и понятно, мутанты на поверхности могут и вовсе не встретиться. А вот от отравленного воздуха там деваться некуда. посмотришь раз, глаз нет, а потом не успеешь моргнуть, как тебя а обратно оттуда никто никогда не выходит. Сталкеры никогда к Великой библиотеке поодиночке не выходят. Так, вроде Если все, да? один на Кремль засмотрится, Этот проход открыт только для местных жителей и техперсонала. Вы должны уйти. Ой, извините. И чё, куда? Добраться до полиса, отыскать сталкера по прозвищу Мельник, объяснить ситуацию на ВДНХ, подняться с бурбоном на поверхность. А где этот бурбон? Так, ну ладно. Покупаю, продаю. А где этот бурбон? Купи мне крысу. Заткнись, Катька. Мы на этой неделе уже ели мясо. Ну, пожалуйста, мам. Я только поиграю и отпущу ее. С медведем своим играй. Хватит жратву транжирить. Цена слишком высокая. Вы слышали?
Нифига себе у вас цены. Запретили дурь. Если кого-то еще алкоголь Думаю, в питерском метро должны быть выжимки. Там ведь есть станции, которые поглубже наших. Не хотел А, вот он же. Ну, значит так. Я тут добазарился с одним перцем. Он, конечно, жмотяра нереально, но тут уже ничего не сделать. Жмотяра. Зашибись. Все, выдвигаемся. А когда заметили, было уже поздно, потому что оружие Поехали. уже всех внутри сожрало. И стало вокруг Кремля. Эх, Возьми мой запасной фильтр от противогаза. Мы наверх идем. если меня сейчас кто-то От или для противогаза? Это Москва. Говорит Москва. Станция метро. Разбор мира. Будто сам не знаешь. Ну, давай пульки и проходи. Я уже Михе забашлял. Но мне-то ты ничего не платил? Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Вот дерьмо. Да, приятно с вами иметь дело. Да ладно. Если меня Шутка. сейчас кто-то слышит, ответьте. Это Москва. Все на изготовку. Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам, прикройте меня. Черт, ненавижу это. Люди, если вы живы, ответьте. Слышит ли меня кто-нибудь? Это Москва. Прием. Если меня кто-нибудь слышит. Да вроде все спокойно. Кто меня не слышит? Кажется, все чисто. Давай. Если меня сейчас кто-то слышит. Удачи. Спасибо. Это водитель сюда побыстро. Говорит Москва. Кого? Кто? Пошли, пацанчик. Как описать чувство, Паника. когда после 20 лет в тоннелях видишь небо? Когда видишь город, в котором когда-то родился, и в котором теперь властвует чудовище. «Вот он, мертвый город», — сказал мне Бурбон. «Добро пожаловать домой». А теперь будь очень, очень на стреме. Хорошо. А вот и счастливые, жители этого райского городка. Сталкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Но там волыны ищут, маслины, технику действующую. Без них метро бы уже давно скопытилось. Иногда на их жмуров набредаешь. Они как камень твердые, замороженные, но чистый снеговик в одежде. Ты зал обыщи как следует. Вдруг тут есть еще один схрон. Они часто на поверхности схроны мастырят, куда добычу стаскивают. Так что ты давай, гляди в оба, ищи. И наверху у тебя не будет проблем ни с патронами, ни с фильтрами. Не Так, что будет. тут у нас? Ага, фильтрик пригодится. А тут и маслинок насыпала. Спасибо, братан. Ну что, готов? Тогда двинули дальше. Угу. Там какая-то лестница наверх еще была. Я пойду посмотрю. Ой, блядь! Это что такое, бля? Это что такое? Это что такое? Это что такое? Что это такое? Ловушка, что ли? Блядь. Сука. Сука. Так, все, бегать больше не буду. Это прям как эти капканы в 4-м Резиденте.
Уа! Блядь, да что за херня тут? Ну, ёлы-палы, а. Ну, аптечку потратила на хрень какую-то. Какой ящик? С того самого дня, как я оказался в метро, я мечтал снова подняться на поверхность, снова увидеть тот волшебный огромный город из моих снов, светлый живой город из моих детских воспоминаний. Но то, что я увидел наверху, призрак, кошмар, я не узнал его. Не могу больше представить себе, как я тут жил раньше, как мы жили тут с моей мамой, как были счастливы. Ничего не помню, даже ее лица. А ведь я так надеялся, что поднимусь на поверхность, и ее лицо, ее улыбка хотя на миг промелькнут передо мной. Нет, я тут совсем один, и у меня нет другого дома, кроме метро. Там, где стрела была, сейф. Оп. Найс. А как использовать эту горючее? Ну, этот, как там его, блин. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Гранату горючее. Ящик. Так, сейчас посмотрим. Вот это ящик? Ну, какой ящик? Какие-то еще твари летают. А, вот он. А что вот это такое? Оно у меня переполнено. Доп. Оружие это С. Ну, С, то есть. Оружие 1, 2, 3. Что сделала? Я ножик бросила? What? Ну, теперь удобно стало. Ой, чё он дышит так? А, Е, сменить фильтр. А, это вот. Значит, теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухареву. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет твоим, ну когда базаришься. Чё? Пацан, начкуйся! Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, начкуйся в любую щель. Их тут демонами кличут, но лично я называю их суками. Точно. Вот он, мертвый город. Добро пожаловать домой, Артем. Давай, прыгай, я тебя... Ой! Да... Почему ты меня не поймал? Так не прет-то, а?
Или так должно было быть? Придется тебе обойти это, Артем. Ты не вступай в лужи, они радиоактивные. Облучишься в 2 секунды. Вон там, видишь здание с воротами? У него во дворе вход в шахту, тебе туда. Я тебя буду ждать в здании, там есть укреппозиция ордена. И не тормози. И главное, Артем, главное, не ешь желтый снег. Еще издевается, блин. У-у-у. Ой, блядь. Может, ты свалишь отсюда? Блин, минута осталась. У меня нервный смех. Можешь не менять часто фильтры, только когда задыхаться начнешь, сэкономишь так на фильтрах. А, окей. Хорошо. О, закрыты. Тарарирарарара.
Ого! Чью? О нет, здесь раньше жили люди. Что за инопланетяне какие-то? Короче, это на 5 минут, да, фильтр? Блин, не на ту кнопку все время нажимаю, на F подбирать. Где-то в играх на F подбираешь, где-то на E. Ой, зря я это сделала, да? Ой, блядь! Сука! Ну да, я вижу, ага, что фильтр, этот таймер там. Десять минут. Пуль. Кто? Я? Как туда залезть? Беги-то, крыса. Помойная крыса. Бегит. Пуль. Скильки? Минута осталась.
Жесткая тут радиация, да, походу. Вау. Тихо. Кто стреляет? Ой, не так, на ту кнопку. Сука! Ау, 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 ау. Чего-то не получилось. Не фартануло. Так, ладно. Ой. Не то. А я. Ой, не так. Та-та. Тарати-та-та. Что батарейка садится? Фонарик? Чё? Да идите. Ладно. А чё, я у него не подобрала, что ли? А, вот он. Да, как-то.
опять демон летает. Мяукает. Странно думать, что когда-то человек был единственным хозяином этого мира. Теперь у нас совсем другие, новые хозяева. А нас осталась жалкая горстка, а мы вынуждены прятаться, забившись как крысы, как тараканы в щели под землю. Поля выжженные больше никогда не принесут урожая. Леса стоят высохшие, черные реки, как мертвая стылая кровь. Воздух отравленный и может убить человека всего за несколько минут. Наши города разрушены и захвачены чудовищами. Мы сделали все, чтобы... А, это малыш, оказывается, мяукает. Так, где я там остановилась? Мы сделали все, чтобы больше никогда не вернуться наверх. Все, на что мы способны теперь, это мародерство, торопливо, суетливо, по-воровски обшаривать развалины домов, которые когда-то были нашими, тащить все, что не утащили за предыдущие 20 лет в свою нору в метро. Ну, по сути, это, мне кажется, истинная будет концовка человечества когда-нибудь через несколько лет. И что это было? Просто как это, да? Показали. Какой-то... И куда... А, сюда. Чё это? А, я круг сделала. Куда мне идти-то? Что-то я понять не могу пока. Так, ну я оттуда вышла. Пошла потом сюда. Как будто мне сюда вот надо. Но я не могу сюда попасть. Или могу? А, могу. Вот. Все, что ли? И это все?
Так, и куда, когда тогда мне? Туда? Блять. Ё. Блять, это была мать, что ли? Сука. Все, я не трогаю тебя. Угу. Что? Вы хоть и опасны, но детей, мать убивать не. Надо было это. Если я мать убила, надо было и детеныша убить. Ладно, шучу. Так, я оттуда пришла, да? Да, я отсюда поднялась. Да, и там он сидит, папаша, походу. Ти-ти-ри-ти-ти-ти-ри. Так. Куда мне идти? Ой, не. Куда мне идти-то? Ой, блядь. Нет. А, он залезает? Я думал... Да, блядь, сука. Залезай! Я думал, он сдохнет. Куды мне идти? Кто-нибудь подскажет мне? Или я так и буду бегать туда-сюда?
Компас. А как его глянуть-то? Он у меня не открывается. Ой, не могу, блин. Так, передвижение. Ням-ням-ням-ням-ням. Зажать. Ой. Вот точно. Да я правильно шла. Это, оказывается, этот. Может быть, сюда надо, правда ж? Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Через обломки? Здесь или где? Ой, бля. Сука. Ну, я, походу, тут сдохну, наверное. Блядь, я... Маму вашу охранила. А вы меня убить хотите. Иди отсюда. Я не вижу, отойди! Шел в жопу. Тихо. Ну, малыш! Фуль. Все-таки смерть детей? Почему?
Я же не убивала детей. Почему смерть детей? Бля. Блин, сколько тут всего, жесть просто. Инти. Ничего нет. Чё? Что-то он там происходит у него. Без меня. Да, слышу, подожди. Где ты? Ой, блядь! Картина! Чё там говоришь? Давай, как тебя там зовут? Бурундук. Мы возвращались в метро. И я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильной. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Я помню эту решеточку. Надо просто... Давай сюда разок. Черт, я не пролезаю. Ладно, ты тут обожди. Обождю. Первый пошел. Все норм. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину так к хозяину. Куда ж тебе, как не к хозяину? Интересно, что там происходит? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Они, наверное, просто стоят. Пошли. Ну, модельки. Закончим позже. Анимации нет. Двигай. Глянь, он там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага.
Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Только 3 оружия, да, берется. А какой лучше, калашник или вот эта шняга, вот эта? Вот эта-то мне штука тоже нужна, как бы. Вот так, типа, поменять? А револьвер же нужен, да? Так, ладно тогда. Ой, что такое? Замерзает, что ли? Так, я взяла этот. Ага, взяла. Давай сюда рожок. Что сейчас будет стелс, получается? Я прям как этот вор. Играли в вора? У калаша и у ублюдка патроны одни и те же. Расходуется и другой. Расходуя один, расходуется другой. В чем сила другого, одного и другого? Это что? Это этот. Ладно. Так, все, тихо, хватит бегать. Он там ходит. Давайте почитаем. Нет, я не могу почитать. Ищ. Еще ножик. Ножик где? Вот он. Хорошо. Сколько там ножиков? 4. Хорошо. Давай сюда рожок. Это что такое? Почему это замораживается? А пахне як. Их можно слушать, оглушить в рукопашку
Если за спину подойти. О, шамарлы, шамарла. Шамарлы, шамарла. Шамарлы, шамарла. Шамарлы, шамарла, шамарлы, шамарла. Ла-ла-ла-ла-ла. У-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Россия вперед. Шамали. А, срать пошел, что ли? А чё не кидает? Ой. Опа. Не дали посрать. Давай сюда, рожок. Где я? Давай сюда, рожок. Что это летает? Вот сейчас будет вообще неприятно, если я сейчас сдохну. А, тут эти висят, смотри. Что такое? Вот моя малышка, где принесла. Ты чё там уснул, чемпион? Душ, что ли? О! Это револь... Ой. С чем я поменяла? Ой, с калашом поменяла, что ли? Ага. Давай сюда, рожок. Чё? Он чё, самое...
Ликвидировался, что ли? Кого? Это что это? А, это этот. Прикинь, видел чувака, которого они сейчас поймали? Нет. А кто это? Бурбон! Да ладно, хорош, что, правда? Ну, безбашенный перец. Идиот, вот он кто. Думал выпить с нашим хозяином и все ему простят. Но оно может таким было бы, если бы хозяин был прежний. Ты мне должен 2 рожка. Беги, давай, беги! Давай сюда рожок. Дьявол, опять она проиграла. Я тебя сожрать, если первой не придешь. Ну что же за непруха такая, девка? Ой, блядь, нет! Да блин, малыш. Ну чё там как? Да чё-то походу делся куда-то, сучонок это. Ищем суку! Ничего, пацан, ничего! Вот это падла! Никуда падла не денется! Раскипарился, сука! Не, ну где там эта падла? Что с ним? Он сдох? Ну а тут чё? Вроде ничего. Ну и чё чисто? Где теперь искать будем? Пошел, Не надо было стрелять, блин. Ну ладно. Братка, сука, завалил! Шмур! Здравствуйте. Пожать вам ручку? А, чёрт! Я помню, как я в мафии убивала сквозь стену тоже.
Хуль. 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 В смысле? А, да? О, нет. Так, мне надо тогда, значит, патроны сейчас взять у этих. Так, это не то. У этого. Зажми перезарядку. Точно. Смотри. Реально зажимаешь, когда... Что за бред? Бред. Бред. Так, верни-ка мой ножик. Спасибо. Фуль. Чё, не найти меня не могут? Metal Gear вспомнил. Фуль. А, вот оно что. Я его... Я убила его прямо в толпе. Ну, конечно, блин. Не надо было этого делать. Это для тех, кто на харде играет, так как патронов все время мало и приходится бабки тратить. Ой, что-то я тут по огню хожу, по асфальту. Ну, походу, нам туда, да, где вот светится вот так голубенький. Ну-ка, а тут что? Сюда можно? Тут есть кто-нибудь? Ничего себе. Кстати. Так, ну вроде все пока. Так, мой ножик. Так, ну все вроде бы, да? Так, патроны все взяла. Тут никого нету. Угу. Какой-то лабиринт тут. Кто-то ходит, что ли? О! Здорово!
Ой, у меня все клавиши местами поменялись. Ой, зачем я это сделала? Блядь, я не могу идти. Меня что, вштырило, что ли? Ай! Что со мной? Я не могу идти. А, все. Что это вообще такое, блин? Где я? Я могла отсюда пойти. Поменяй дробовик, тот лучше был. Ща. У которого у этого чела? Сейчас. Да, это лучше? Ну. О. Ой. Слишком резко повернулась. Блять. Трава какая-то. А что там еще было? Все вроде, да? Ладно, все, поехали. Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу. Это Одноглазый или Гонокор? Артём! Чё за... Нет! Нет! Мы так долго к тебе шли, а ты умерли. Можешь опустить свое оружие, юноша. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Барирарурам, барурарирам, барурам, рирарурам, барурирарам, барурарирам, барурарирурарам. Что ж, мудрое решение. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Ах, ладно, наверное, закончим, да, на сегодня. Не устали смотреть? Ой. Тут же сохранилось, да?
Надеюсь, сохранилось. Мы уже сидим 3 часа. Нормально. Нормально так. Нормально. Все, я устал. Ой. Пойду, наверное, чай попью. Ой, посмотрю всякие видео с этими, с маньяками. И спад. Завтра на работу. Следующий стрим, наверное, будет через 4 дня, возможно, потому что я работаю 4 дня. Среда, четверг, пятница, суббота. И, возможно, будет, наверное, воскресенье следующее. Вот. У меня газа нет до сих пор, так и не ел. Жесть. Поэтому я не люблю вообще газ. Ой, у нас в городе нет газа, у нас этот электрическая плита. Вот этот газ — это просто пороховая бочка. Вот как пожилые люди живут с газом? Это жесть же. Забыла выключить бабушка газ, и все. Задохнулась. Или там оставила, а потом включила, и все, и залетела на воздух. Ой, так что жесть. Жесть. Ой, ладно, всем спасибо за стрим. Увидимся в воскресенье. Буду по чуть-чуть видео выкладывать. Сегодня, наверное, уже не запишу. Что-то я устала вообще. Ну, игра мне, в принципе, понравилась. Шутер с элементами стелса. Так, нормально. Разбавляет, короче, игра. Не заставляет постоянно вот это бегать, стрелять. Можно еще и поспокойнее там походить. Вот это лутание тоже, в принципе, нравится. Собирать. Экономия. Так что, я думаю, мы, наверное, пройдем эту игру как-нибудь так потихонечку. Будем по чуть-чуть проходить. Я надеюсь, я справлюсь и не брошу на середине, как я бросила атомное сердце. Ну, может, я когда-нибудь вернусь к атомному сердцу, но пока не знаю. Вот. Такие дела. Ну все, всем спокойной ночи, сладких снов. Всем пока-пока. Увидимся чуть позже на выходных. Все, пока-пока.